Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Деньги – это добро или зло? На этот философский вопрос мыслители ищут ответ с тех самых пор, как ракушки и шкуры перестали быть средством оплаты. Наверное, все зависит от того, в чьих руках – рубли, фунты, иены, доллары. Деньги – как увеличительное стекло. Добрых они делают многократно щедрее, а алчных – намного скупее. А некоторых банкноты лишают разума, и тогда ради них люди готовы пойти на все, вплоть до убийства. «4 октября 2000 года в озере у детского оздоровительного лагеря в пригороде Казани был обнаружен огромный мешок. Находка оказалась страшной. В свертке был труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. В мешке также лежали кирпичи, которые не позволили телу быстро всплыть. Небольшой водоем без названия, который местные окрестили вторым озером, был излюбленным местом рыбаков. Один из них и увидел в зарослях камыша в метрах в 4 от берега полузатопленный мешок. Оттуда торчала человеческая нога. Подъехавшие сотрудники милиции вытащили находку на берег. Мы в составе следственной оперативной группы выехали на место, осмотрели данную местность. Труп был извлечен из воды. Он находился в 2 мешках, один был надет на голову, другой на ноги. Между собой они были связаны металлической проволокой. В мешках располагались 4 силикатных кирпича для того, чтобы труп ушел ко дну. Смерть погибшего мужчины была мучительной. На лице и теле были многочисленные кровоподтеки и синяки. Следы борьбы указывали на то, что человек все-таки пытался защищаться. Позже эксперты обнаружили у жертвы на шее борозду удушения. Возможно, мужчину кинули в воду еще живым, но без сознания, а 4 силикатных кирпича не оставили несчастному шансов и утянули мешок под воду. Была установлена личность погибшего, им оказался Камолов Александр, который занимался незаконным сбытом и обменом валют. На тот период функционировали, то есть они занимались долларами и немецкими марками. Камолов исчез в сентябре 2000 года, ушел на работу и не вернулся. Родственники подняли тревогу, объявили пропавшего в розыск. Искали сами, искала милиция. Родители обзвонили и обошли всех друзей и знакомых, ждали и надеялись до последнего, что Александр найдется живым. Но мешок из озера перечеркнул все надежды родных. Сестра потерпевшего при допросе сказала, что в какой-то день, вот видимо, наверное, в этот день, когда произошло убийство, матери приснился сон. То, что мама, я задыхаюсь, и я-то там-то, там-то. Вот там они потом нашли, вот считай, им полиция сообщила, то, что вот на озере обнаружен труп. Именно вот мать такой сон видела. Трудился Александр Камолов не на предприятии или в офисе. Он был уличным менялой, зарабатывал деньги на деньгах, покупал и продавал валюту. Его труд был, мягко говоря, не совсем легальным. В протоколах это называлось незаконной банковской деятельностью. Во все времена государство ловило за руку тех, кто пытался заменять официальные финансовые структуры. В России вскоре после революции Госбанк стал валютным монополистом. В 1921 году был издан декрет, который запретил всем гражданам и организациям покупать и продавать иностранную валюту. Но в те времена за фунты и доллары в кошельке еще никого не расстреливали. В 1937 году в Уголовном кодексе появилась статья, в которой валютные операции приравнивались к государственным преступлениям.
После Великой Отечественной войны и победного шествия по европейским странам ситуация на валютном рынке не смягчилась. Наоборот, государственная идеология внушала гражданам, что иностранные деньги подрывают экономику страны. Не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права независимости наций за доллары. Глава СССР Сталин прямо говорил о том, что если привязывать социалистическую валюту к капиталистической, то о самостоятельной, стабильной финансово-экономической системе соцстране надо забыть. Главный поэт СССР, автор слов гимна Сергей Михалков даже написал гневное стихотворение «Рубль и доллар», где две валюты ведут диалог. Вот что там сказано об американской банкноте. «Тебе в любой стране лишь стоит появиться, как по твоим следам нужда и смерть идут. За черные дела тебя берут убийцы, торговцы родиной тебя в карман кладут». Апофеозом борьбы с незаконным оборотом иностранных денег стала статья 88 Уголовного кодекса, которую в криминальном мире называли «бабочка». В 1961 году в нее внесли дополнение – наказание вплоть до смертной казни. Несмотря на железный занавес, СССР стал открываться миру. Зачастили иностранные гости, проводились международные мероприятия, все больше советских граждан выезжало за границу. Нашим туристам официально можно было обменять не более 30 рублей, да и иностранцам официальный курс рубля не нравился. В СССР появился черный валютный рынок со своей структурой, правилами, боссами и шестерками. Спекулянты, валютчики, форцовщики, менялы. В оборот вошли новые слова. Прогремело несколько расстрельных дел, но даже это не остановило незаконный оборот валюты. После распада Советского Союза и царящей экономической разрухи в менялы подались даже законопослушные граждане. Кто-то лишился работы, кому-то платили гроши. Курс доллара менялся стремительно. Иностранные деньги в банках часто бывали в дефиците, а вот у уличных банкиров купить вожделенные $100 можно было всегда. В Казани одна из точек нелегального обмена валюты находилась здесь, на улице Декабристов, рядом с офисом крупнейшего банка и ныне закрытым рестораном «Маяк». Здесь и днем, и ночью стояли и сидели в машинах люди, набитые рублями, долларами и марками. Всех, кого не устраивали условия обмена в банке, прямиком шли сюда, к валютчикам. Здесь работало около 15 человек. Одним из них и был Александр Камолов. Коллеги называли его Саша Ботаник из-за того, что он носил очки. Занимались сбытом иностранной валютой, обмен происходил. И многие в то время, это в 2000-х годах, таким образом зарабатывали. Там разница между при обмене на официальных источниках, банках и с рук было, и поэтому каким-то образом там деньги штрих делалось, и вот некоторые предприимчивые ребята на этом зарабатывали деньги. Камолов нашел золотую жилку для себя и каждый день обменивал валюту на рубли, рубли на валюту, и тем самым себе на жизнь зарабатывал. Александр Камолов носил все деньги в жилетке с множеством карманов, как внешних, так и внутренних. Эту своеобразную спецодежду он купил на вещевом рынке. Коммерсант аккуратно расфасовывал наличку по разным карманам. Отдельно родные рубли, отдельно доллары США, отдельно немецкие марки. В такой жилетке легко помещались квартира и машина вместе взятые. Со слов остальных коллег-валютчиков, с кем там занимался Камолов, он был скрытным, то есть индивидуальным, с ними особо-то не общался, был скуповатый, то есть в чем это выражалось? Он старался заработать как можно больше денег, оставался очень допоздна, и он жалел деньги на оплату такси тех, кто обслуживал этих валютчиков. Дело в том, что таксисты брали по повышенному тарифу, развозили их домой. Когда на кону такие деньги, всегда надо быть начеку. Ограбления и убийства были не редкостью в этой среде. Меньшим из зол для менял являлись фальшивые купюры, которые попадались регулярно.
Это была очень опасная деятельность, потому что не было дня, когда все-таки на них и криминальные авторитеты, как бы так сказать, наезжали, и просто, когда шли домой, нападали. Были случаи, и там была пара, одна, муж и жена. Был случай, что вот, когда они возвращались домой, на них напали неизвестные парни и проломили голову одному из них. Вот. И деньги также, валюту украли. Из показаний коллеги Александра. У нас есть определенные правила безопасности. Не идти в подворотню, не садиться в машину к незнакомым. Вначале забрать деньги, а потом отдать свои. Я лично деньги вожу в карманах. Надежнее всего во внутренних пиджака или куртки. Есть и кошелек, и бумажник, но они лежат дома, как памятные подарки. В барсетке хранить не просто опасно, а очень опасно. Кодекс честного менялы простой. Не обмани клиента. Такая незаконная банковская деятельность была, естественно, под особым контролем и у милиции, и у криминальных структур. Все менялы платили крыши. На точке у ресторана «Маяк» члены местной ОПГ брали с каждого по 100 рублей в день. И именно версия преступных разборок стала у следователей основной. Тем более, что неприятные ситуации у Камолова уже были. Своей девушке и коллеге по точке Александр рассказал о том, что подъезжали какие-то парни и предлагали ему свою крышу. Александр отказался, но вскоре получил предупреждение. На автомобиле подъехал незнакомец и спросил: «Ты еще живой?» А вскоре какой-то наркоман за $200 предложил Камолову купить информацию о слежке и готовящемся покушении. У валютного коммерсанта была цель – своя квартира и иномарка. Все заработанные деньги он откладывал, на себя тратил очень мало. У Александра не было близких друзей, он редко отдыхал, а его девушка даже жаловалась, что он скуповат и не дарит дорогие презенты. Камолов, судя по всему, был талантливым финансистом. Кому-то его доходы явно не давали покоя. Вскоре Камолову поступило еще одно своеобразное предупреждение. Прямо возле дома у Александра сгорел автомобиль ВАЗ-2106. Завели уголовное дело, но найти поджигателя не удалось. Но с тех пор домой Александр ездил только на попутных машинах. На каком-то случайном автомобиле Камолов уехал и в свой последний день жизни. 18 сентября 2000 года. Следователи, оперативные работники допросили родных, коллег менял, проверили сообщения пейджера, который в те годы был главным средством связи. Но никаких посланий с угрозами там не было. Обычная бытовая переписка с коллегами и родными. Найти автомобиль, на котором уехал Камолов, не удалось. В то время, это был 2000 год, было время достаточно сложное, криминальное время. Как раз функционировали здесь в Казани многочисленные группировки, которые пытались крышевать вот этих вот валютчиков. Были допрошены его родственники. Родственники подтвердили, что при себе он носил крупные суммы денег, прятал их в жилетку. Где-то у него в порядке с собой было около 300 тысяч рублей. Это где-то $5000 у него, по-моему, было. И сколько-то там в рублях денег. То есть вот так вот. Вот на тот период доллар стоил где-то 27-28 рублей. Было арестовано несколько подозреваемых. Правоохранители провели допросы и обыски, но след оказался ложным. Найти убийц Камолова не удалось. Следствие по делу было приостановлено. Прошло 10 лет. На улице Декабристов в Казани, где стояли менялы, закрылись старые рестораны и появились новые магазины. Курс доллара многократно превысил тот 2000 года, около 28 рублей. А коммерсанты ушли с уличных точек на валютные интернет-биржи. Дело об убийстве Камолова числилось в глухарях. Но, как это иногда бывает, у правоохранительных органов появилась оперативная информация. По оперативной информации, один из фигурантов данного дела как-то проболтался о том, что вот они совершили убийство данного валютчика Камолова Александра. После этого оперативная информация была разработана, и уже было возобновлено уголовное дело. Была получена информация о том, что 3 жителей поселка Северный, являющихся участниками ОПГ «Северный», причастны к убийству гражданина Камолова. Были установлены места их проживания.
Вот. А один из подозреваемых жил в городе Санкт-Петербург. Двое, соответственно, проживали здесь у нас в поселке Северный. Там же и жили, в авиастроительном районе. Судя по оперативным данным, инициатором нападения был некто Артур, знакомый Камолова. Он предложил своим приятелям из ОПГ «Северный», Шаху и Жуку, потрясти несговорчивого валютного менялу Сашу Ботаника. Тот был слишком жадным, не хотел платить дань, хотя поднимал большие суммы. За Камоловым начали следить в августе. Подельники хорошо знали график его работы, маршруты передвижения. На руку было и то, что Камолов позже всех уезжал с точки и пользовался попутками. Артур знал, что Камолов занимается обменом валюты, стал следить за ним, несколько дней за ним последил, узнал его маршрут движения, распорядок дня и предложил, Шахмаметьев и Валеев у нас являются родственниками, предложил им ограбить Камолова. В октябре 2010 года в Казани и Ленинградской области были задержаны подозреваемые Шах и Жук, двоюродные братья Руслан Шахмаметьев и Рустем Валеев. Шахмаметьев, Валеев и Мавлютов, третий подозреваемый, начали новую жизнь, обосновались. Уже практически, наверное, об этом и забыли, то, что у них был в жизни такой эпизод. Валеев Рустем работал в Петербурге в одной из строительных компаний, насколько я помню. Вот мы установили его место жительства, пообщались там с соседями, скажем так, узнали режим его дня. Вот он с утра вышел к машине, покрутился возле нее, и у него что-то было спущено колесо, он решил его подкачать или что, или отошел от машины. Был задержан, мы подъехали, представились. В принципе, никакого сопротивления не оказывал. В одно время практически по команде были задержаны Валеев Рустем, и здесь был задержан Шахмаметьев Руслан. Позже задержали Артура. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, так как врачи выявили серьезное психическое заболевание. Подозреваемые начали давать показания. Очные ставки, повторные допросы свидетелей, экспертизы, проверки показаний обвиняемых на месте. Следственно-оперативная машина набирала обороты. Спустя 10 лет предстояло доказать вину подозреваемых, которые много лет жили как обычные законопослушные граждане и давно поверили в свою безнаказанность. Как оказалось, зря. Из показаний Руслана Шахмаметьева. 18 октября 2000 года мы втроем, Артур, мой двоюродный брат Рустем Валеев и я, на моей машине подъехали на улицу Декабристов, где Артур указал на Ботаника. Мы оставили Артура в другом месте по маршруту, где должны были подсадить его позже, так как Ботаник знал его в лицо. Мы вернулись на улицу Декабристов и вскоре увидели, что Ботаник подошел к дороге и стал голосовать. Подъехали они на шестерке, за рулем был Шахмаметьев Руслан. Рустем был на заднем сидении и прикинулся спящим. Камолов назначил конечную точку маршрута, и они по цене договорившись поехали. По пути следования они подобрали следующего голосующего, в роли которого выступил Мавлютов Артур. Позже каждый из подозреваемых пытался уменьшить свою вину. Давали противоречивые показания, валили друг на друга. Но тогда, в октябре 2000 года, доверчивого Александра Камолова ничего не насторожило. Возможно, он был так воодушевлен большим заработком, что спокойно сел в машину к двум парням. Обычно он так не делал. И появление третьего своего знакомого Артура воспринял спокойно, ведь до дома нужно было проехать всего несколько улиц. Но у злодейки судьбы в лице трех подельников были совсем другие планы. Из показаний Артура. Я сел сзади с Ботаником и достал из кармана ампулу с хлороформом. Я украл ее еще когда учился в школе. Раздавил ампулу, смочил тряпку и быстро прижал к носу Ботаника. Но тот стал сопротивляться, отшвырнул мою руку, и тряпка упала в салон. Я вспомнил, что у меня в кармане купленные шнурки, вытащил и накинул на шею Ботанику. Все произошло очень быстро. Во время сопротивления Ботаник мешал вести машину, ногой повредил лобовое стекло. Примерно через минуту он потерял сознание. Мы подъехали к озеру и вышли из машины. Перед тем, как засунуть Ботаника в мешок, я снял с него жилетку. Мы бросили в мешок кирпичи, втроем засунули валютчика в мешок головой к кирпичам. В это время Камолов захрипел и застонал. Потом мы еще добавили в мешок кирпичей, всего было 4 штуки, чтобы он не всплыл.
Завязали узел. Надо было отволочь мешок в озеро. Шихмаметьев сказал, что вода холодная. Рассказывал Мавлютов Артур, что было холодно. Он по пояс, по-моему, разделся, и он затаскивал труп в это озерцо, скажем так. Он дотащил его до середины озера, и там уже труп в мешке ушел на дно. Посчитав, что таким образом они избавились от трупа, они, соответственно, покинули данное место, разделили имеющиеся у Камолова при себе деньги на троих в равных долях. По заключению судебно-медицинской экспертизы было установлено то, что Камолов был еще живой, когда попал в воду, и умер уже от асфиксии, от утопления в воде. Вот так вот. Так трагически закончилась карьера валютного менялы Александра Камолова. Найденные деньги убийцы поделили на троих. Они говорили, что вышло около 60 тысяч рублей на брата, но по данным родных у Камолова было при себе не менее 315 тысяч рублей. Как бы там ни было, счастье эти деньги никому не принесли. Следствие было закончено. В начале 2011 года дело передали в суд. Фигурантов было при совершении преступления трое, а уголовное дело поступило в отношении двоих лиц. Третье лицо в ходе расследования дела по результатам судебно-психиатрической экспертизы он был признан невменяемым, и он помещен в психиатрическую больницу для дальнейшего лечения. И Шахмаметов, и Валеев, зная о том, что в отношении третьего лица не будут применяться меры уголовного наказания, пытались более активную часть свалить на него. Они говорили о том, что они договаривались на совершение лишь хищения путем разбойного нападения, а о том, что они не договаривались на лишение его жизни. Назначены были длительные сроки наказания. Верховный суд Татарстана вынес приговор. 33-летнему Руслану Шихмаметьеву и 31-летнему Рустему Валееву по 13 лет лишения свободы. Их подельник был отправлен на лечение. Признали свою вину, но единственное, они и по суду у них, по-моему, так прошло, что они все-таки не хотели его убивать, а планировали, как максимум разбой. Вот, то есть убить его не планировали, но получилось так, как получилось. Тот трагический вечер на лесном озере унес одну жизнь и сломал множество судеб. В какой валюте измерить несчастье людей, потерявших брата и сына? Как посчитать страшные ошибки молодости? Они аукнулись через 10 лет не только осужденным, но и их семьям, маленьким детям. От одного преступления, вот как от этого камушка по воде, долго шли круги горя, зла, лжи, страха. И все из-за рублей, долларов, марок. Вновь и вновь задаю себе один и тот же вопрос. Деньги – это все-таки добро или зло?